Салимецбе. Какие жесты и движения существуют, когда казахи здороваются между собой? Интересно? Давайте разберем. Всем известно, что мужчины, когда здороваются, друг другу жмут руки и говорят «Ассаламу алейкум». Или «Калайсыздар, малжан аманба». А казахским женщинам не обязательно здороваться с мужчинами рукопожатием. Им достаточно сказать «Салимецбе», «Амансызба», «Калайсыз». Несмотря на то, что слово «калайсыз» — это вопросительное предложение, как вы, часто идет вместо «салимецбе», «саламатсызба», «амансызба» или же просто «салем». Третий вариант — это приветствие по-кириллски. Снаха, особенно если она молодая, здороваясь с родными мужа, кладет руку на грудь, смотрит вниз и сгибает немного колени. Это знак уважения и признак того, что она принимает родственников мужа и их семейные правила. Особенно ценен этот момент, если келен это делает в раннее утро после замужества или же как только увидит тех, кого давно не видела, из родственников мужа. В этом случае необходимо также учитывать регионы Казахстана. В тех регионах, где не сохранили традицию салим салу, такой жест не означает что-то диковинное, что-то чего тут и вовсе не было. Это означает лишь то, что в данном месте эта традиция просто утрачена. А четвертое, руку кладут на сердце и кивают головой, знак приветствия. Некоторые говорят, что это знак уважения и любви. Однако, также считается, что собеседник, указывая на свое сердце, как бы говорит «я верующий» и находится в состоянии дарет тахарат. Это омовение перед намазом. То есть он хочет сохранить чистоту души и тела в случае, если он направлялся совершать намаз, молитву. Келесі амандасу түрі бұл батырларша амандасу. Приветствие по-богатырски. На самом деле этот жест позволял батырам узнать, насколько сильна рука, предплечье собеседника, и таким образом они оценивали его физическую готовность на предстоящий поединок, бой и так далее. На самом деле жестов очень много. Многие из них, к сожалению, забываются или на их смену приходят новые. К примеру, у казахов не было традиции при встрече целоваться. А сейчас есть. Например, я хорошо помню с детства, мой нағашы ата целовал наши ручки, а не лицо. А әжеміз хлопала по спинке и всегда говорила «айналайын». Никогда не целовали лицо, тем более, что дети этого не любят. Всегда сохранялась дистанция, чистота и уважение во всем. Есть в этом тоже нераскрытые секреты, интересные и полезные факты для всех. Друзья, на этом все. Пишите в комментариях, что бы вы добавили в этот список, какие жесты и движения вы знаете. Как думаете, что лучше? Показать на сердце или поднять руку и побежать дальше? Сау болыңыздар!